новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухумской средней школе номер 12 после капитального ремонта открыли спортивный зал. Режиссер и телеведущий Андрей Хорошев снимет несколько фильмов в Абхазии. В Сухуме прошла его встреча с абхазскими журналистами. Выставка «Новая зима» открылась в галерее The Wall Gallery. Президент Абхазии Бадыр Агунба принял участие в открытии спортплощадки в селе Ачандара. Сохранение наших сел – одна из главных задач, стоящих перед государством, сказал президент. Ачандара акрепсо асыстра, хатырско ацевича, еха хтысбзе мепысот ха сгуяна гота, кыта апсо кыта, еха ужран захажлари курханы язго, Хара хагзара, культура, туха, бызша, хайза казаша, хапсороб, убризиги курханы хого, акытачоб. Еха хунткара чап хигло стара куха, возхуцузер, раб хиргылан схуцры затату, акытай курхароб. У машины комладзит, еха асепшико, аусмебгат, Ачандара кыта, иждырот, эйвейпши магирта кыта курчги, Аханткарал шара хамо, асепш, аусмютка мепагот, аризызго, акытай курхароб. Ехетбеамш ярхона табуб харасер стаху парцивича. Акала кеча, иго яхай яхзымарёб абстазара, акыта ятхал ибзидзан иждырот, аджиба дош, напызлаго, анхараги шахдзаны, ашколчкун цвегядзаны, амбёкцара, убре джиба мыдзат, Ахунткара ганахела яхалшо хацгалара анюски шахтот. Акырепсо ависча бра асысча иго рыцбухо нырхо заамтазы апхез рыцбухор хасысоп. Арасыс нысхос пхезадзома нысыкоп харт ейбазыз хауп хабдуча, хабача, пату ейкурцыз, ицы гейхор айха харастахоп, Итига хацгалара стахоп и хынзысылшос кытуа сышхацгалоп, а герт иго акыта корепшки хабалаги. Дачызныги шыдысылхот, а кучара дуква табуб харасшар стахоп абризны палаказ гулариеп аргылыйча ладария, ачкун чабра яйла галозыги джиба мыдзад, иго что заги бзабана хажларир пла табуб дараца. В Сухумской средней школе номер 12 сегодня после капитального ремонта открыли спортивный зал. Помещение не использовалось почти 30 лет. Спортзал был разрушен еще в военные годы. На церемонию пришли депутаты Народного собрания Инар Нормани, Левон Галустян, заместитель мэра Сухума Автандил Сурманидзе, начальник управления образования столичной администрации Астанда Таркил, педагоги, родители и учащиеся. Обновленный спортзал открыли праздничной программой с участием школьников и юных спортсменов. Подробности у Заура Кварча. Сегодня для учеников Сухумской 12-й школы действительно особенный день. Спортивный зал, который не работал с момента основания учебного заведения, наконец распахнул свои двери. На церемонию открытия пришли депутаты Народного собрания, представители администрации Сухума, Министерства просвещения, родители и учителя. Почетное право открыть спортзал было предоставлено депутату Народного собрания Инару Нормани, оказавшему содействие в финансировании ремонта. Торжественная часть продолжилась в обновленном зале. Под звуки государственного гимна был внесен флаг Республики Абхазия. Собравшиеся поздравляли школу и учеников с важным событием, благодарили всех, кто помог воплотить этот проект. Было очень много многочисленных обращений от жителей Маякского округа. И вместе со своими помощниками, со своей командой мы приняли решение направить выделенные средства на восстановление спортивных залов округа. 1000 выпускников окончило эту школу.
Здесь не было благоустроенного спортзала, и сегодня эта мечта сбылась. Сердечно поздравляю вас с открытием спортивного зала. Я шедзыхын тахзын ари акалык, азыхын ари ныхыду. Гара дзугу яхуры тюгу, самтаби ашокс, ахныхлы кеюдыга, имачек, абаса спортзалка, атра, хрылуху. Уса напха ари зыбзору, ахынткара хылыпшы ярту, и табут харахту. Праздничную атмосферу создавали сами ученики. Со сцены звучали песни в исполнении школьной вокальной группы. Свои первые номера представили самые маленькие учащиеся, а юные спортсмены показали, чему уже успели научиться. Сухумская средняя школа номер 12 работает с 1994 года. Сегодня здесь обучаются более 300 детей. Все это время собственного спортзала у образовательного учреждения не было. Помещение было разрушено в период Отечественной войны народа Абхазии. Но послевоенные годы понемногу восстановили школу, классы отремонтированы, у нас 3 этажа в рабочем состоянии, 1 этаж пока бездействует. И спортзал, соответственно, был разрушен, и вот мы многие годы пытались восстановить, обращались во многие инстанции, но как-то руки не доходили у вышестоящих. Мы ждали этого момента. И год назад, благодаря депутату нашего округа, уважаемому Науру Геннадьевичу Нормания, удалось осуществить нашу мечту. Директор школы Рита Лакербая рассказала, что уроки физкультуры долгие годы проходили в приспособленных помещениях и на улице. Приспособили небольшой класс, площадью 72 квадрата для занятий спортом. Для урока физкультуры, но это уже не стандарт, конечно, и детям было, конечно, там заниматься сложно спортом. Но благодаря из-за того, что у нас всегда солнечная погода в Абхазии, большая часть уроков мы проводим на улице. И вот так мы существовали все эти 30 лет. Теперь, слава богу, у нас есть возможность заходить в свой спортивный, уютный, комфортабельный. Я думаю, он будет еще и оснащен как положено. И будем заниматься. У нас очень много спортивных детей. Вы заметили, наверное, они выступали. Это малая часть из тех, кто мог бы выйти на сцену. Просто сократили все это во времени. Поэтому, в общем, дети будут развиваться, здоровье укрепляться. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Теперь ученики 12-й школы получили полноценные условия для занятий спортом, укрепления здоровья и подготовки к будущим соревнованиям. Заур Кварджа и Нала Кухава, Абаза ТВ. Внимание, фейк. В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение несуществующего приказа министра обороны о сборе и актуализации сведений о гражданах, пребывающих в запасе. Минобороны Абхазии официально заявляет, что распространяемый текст является подделкой и не имеет юридической силы. Минобороны просит граждан ориентироваться только на официальные источники. Пенсии по возрасту гражданам Абхазии, не получающим российскую пенсию с 2019 года, повысили на 350%. Глава пенсионного фонда Денис Гулария уточнил «Спутник», что после первой доплаты пенсия составляет 1500 рублей. Сейчас ее подняли до 5000. Фонд также рассматривает увеличение доплат в 2026 году. Более точные данные о суммах и категориях пенсионеров сформируют по итогам следующего полугодия. Выставка «Новая зима» открылась в галерее The Wall Gallery. Экспозиция собрана из картин известных абхазских и советских художников, признанных мастеров живописи и графики. Работы выполнены в разных жанрах и в разные периоды с начала 20 века по настоящее время, но объединены общей тематикой зимней Абхазии. Подробнее в репортаже Марианы Котовой.
Привычная летняя картина курортного края сменилась стильной зимней романтикой и не только вокруг, но и на картинах прославленных художников, которые Ольга Иродян собрала в своей галерее на очередной выставке. Объединяет эти картины общая тематика – это зимняя Абхазия. Но по привычке мы воспринимаем Абхазию, даже мы, кто живем, как солнечную такую страну, и гости нашей страны тоже какую-то солнечную Абхазию. Вот тут вот так картинка, мы постарались так показать, как она меняется на более спокойную такую, спокойную, равновешенную, тихую, нежную зимнюю, сопровождающуюся такими уже более холодными, спокойными, зимними, светлыми, голубыми красками. Я думаю, мы все бываем в таком состоянии, когда нам нужно уравновеситься, успокоиться. И вот это как раз это время, и с возрастом я его стала очень ценить. Потому что очень иногда важно побыть просто наедине с собой, как-то успокоиться. И вот это время года, оно как раз дает вот это нам время все поразмыслить, это какое-то обновление, это, ну и вообще переосмысление того, что было за год. Ольга собрала 25 картин известных абхазских и советских художников. Работы выполнены в разных жанрах и в разные периоды с начала 20 века и по настоящее время. Центральной стала картина Отгура Дзидзария. Самая по тематике, наверное, подходящая здесь – это картина Отгура Дзидзария «Зимний сад». Это созерцание, эта картина была написана в 2005 году. Это такая плоскостная абстракция, не совсем даже типичная для Отгура по цветам, но она нам очень подходит, вообще на ней как-то, наверное, строится выставка больше. И она задает тоны выставки, и другие картины, они все как-то очень гармонично все смотрятся. Среди выставленных работ есть и акварель неизвестного художника 1903 года, которая была выкуплена на аукционе, и картина Варвары Бубновой 50-х годов, работы художников с мировым именем, а также картины современных абхазских авторов. Это Ибрагим Чкаду нам предоставил. Вот у него 3 работы здесь представлены. Это Яковлев, Покровская и вот неизвестный художник. Яковлев, Покровская, они очень известны. Это такие именитые авторы и в России. То есть их работы сохранятся и в Пушкинском музее, и в Третьяковской галерее. В Русском музее работы хранятся, то есть это довольно-таки известные авторы. Ну, новогодний ампар, новогодняя у него абстракция, и футуризм такой интересный, метамодернизм, его любимый, это наш пейзаж с какими-то вкраплениями очень чего-то необычного для даже взгляда. Постоянные посетители частной галереи давно заметили, что ни одна выставка здесь не проходит без картин Игоря Панченко, Ахра Аджинджел, Георгия Боронина, Адриана Ампар. Каждую работу Ольга подбирает сама, и только если видит в ней особую ценность. Некоторые из этих работ можно приобрести, но не со всеми картинами хозяйка галереи готова попрощаться. Как говорит Отгур Дзидзария, такие выставки очень нужны художникам для вдохновения, а зрителям для развития вкуса. Кто обладает художественным вкусом, они могут прийти и насладиться. Я думаю, что здесь все-таки есть работы, которые достойны внимания, а у кого нет вкуса, пусть приходят и развивают. Так что для всех найдется работа здесь. Во-первых, это никто не должен, это должна быть внутренняя потребность, но этому, наверное, надо все-таки не то чтобы обучать, может обучать, но и как-то развивать в людях. Вообще дать понять, что это есть вообще. Потому что у нас многие в каком-то таком неведении живут, и у них, собственно, они не знают, чего желать. То есть вот этой потребности потому и нет. А может, если вот такую бациллу такую инфицировать, может быть, они будут более увлеченные и будут чаще посещать. Чем чаще будут посещать, тем больше будут нарабатывать насмотренность, вкус. Тем больше в этом потребность будет. И стимул для творческих людей что-то творить. Галерея The Wall Gallery всего 11 месяцев, но здесь проходит уже 7-я выставка и 2-я зимняя. Картины новой зимы пробудут тут до марта. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. К 140-летию Варвары Бубновой в Третьяковской галерее в Москве открыта выставка ее работ, сообщил нашей редакции один из учеников мастера кисти, известный художник и искусствовед Александр Лозовой. В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка
Варвары Дмитрия Бубновой к 140-летию со дня ее рождения. Бубнова большую часть жизни прожила в Петербурге, в Японии и в Абхазии, в городе Сухум. На выставке представлены работы сухумского периода, который очень яркий. Вот, в Абхазии Варвара Дмитриевна получила второе дыхание в своем творчестве, и живопись ее стала благодаря радушной природе и людям очень красочной. Это сухумские люди, сухумские крыши, думаю, ботанический сад, натюрморты. Это точно ботанический сад в Сухуме. Кроме того, выставка Варвара Бубнова «Токио, Сухум, Ленинград» откроется 23 декабря в Санкт-Петербурге в Бюро красивых дел. Как видно по афише и названию, здесь будут работы японского, российского и абхазского периода творчества художницы с мировым именем. Сегодня в Сухуме в студии «Абхаз-пресс» АРТФ прошла встреча абхазских журналистов с российским кинодокументалистом Андреем Хорошевым. Он поделился с коллегами своими впечатлениями о республике и планами работы в Абхазии. Подробнее в репортаже Аристида Каракасиди. В студии «Абхаз-пресс» АРТФ в Сухуме прошла встреча с российским режиссером, кинодокументалистом и телеведущим, известным многим как Андреем Хорошевым. Он поделился планами своих будущих творческих проектов, которые будут создаваться в Абхазии. Конечно, здесь есть проекты, которые предстоят. Сейчас начально есть проекты, связанные с транспортом Абхазии. Потом проект, посвященный знаменитой погибшей бортпроводнику Курченко. Потом связанные с историей, необычными историческими местами. Допустим, я уже туда ездил пару раз, это над Кварчалом есть такая знаменитая гора Нарчхоу с огромной крепостью заросшей. После Воронова, знаменитого Юрия Воронова, там никто не был, потому что все заросло колючками. Напротив гора Лашкиндар, и можно продолжать и продолжать. Потом отдельная культура, интереснейшая для съемок, для развития туризма, это, конечно, подземелье. Это, Абхазия во всем мире славится тем, что здесь самые глубокие пещеры мира. Андрей Хорошев – обладатель 2 золотых статуэток «Орфей». Среди его проектов из цикла документальных фильмов «Искатели» есть работы, посвященные истории Абхазии. Это Великая Абхазская стена, Кавказский Грааль, Атлантида Черного моря и тайны озера Рица. Также кинодокументалист планирует открыть в Абхазии школу кино и телевидения. Просто у меня в Якутии был опыт, у меня была такая школа кино и телевидения, где учились в основном подростки. И мне бы очень хотелось здесь тоже открыть такую школу, потому что, вы как профессионалы, вы понимаете, что сейчас с точки зрения тележурналистики очень многое меняется. Сейчас практически можно купить камеру любую. Многие снимают на телефон. Сейчас есть в мире кинофестивали фильмов, снятых на телефон. Но люди не умеют этого делать. И поэтому пропаганда такого подхода к профессии, мне кажется, сейчас очень важен. Он помогает молодым людям выйти по-настоящему на высокий, на хороший уровень этой профессии. Андрей Хорошев признается, решение приехать сюда было не случайным. По его словам, Абхазия сразу дала ощущение подлинности во всех смыслах этого слова. Сама по себе атмосфера какой-то, я почувствовал атмосферу здесь свободы, такого духа. Здесь люди как-то не прячут глаза, они живут так, как хотят жить, чувствуют достоинство. Это как-то сразу покорило, притянуло. Вообще не на съемках, когда разговариваю с человеком, когда он рассказывает о своей стране, как будто действительно это его страна. Впереди новые документальные проекты, подготовка к открытию школы кино и телевидения, которая по замыслу Андрея Хорошева станет площадкой для молодых авторов Абхазии. Аристид Каракасиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.
Международный форум «Время добрых дел» проводит в Абхазии представительство Россотрудничества. В рамках форума эксперт порядка 20 грантовых конкурсов и премий Дарья Зенковская рассказывает о том, какие конкурсы доступны гражданам Абхазии, как правильно написать проект, чтобы получить финансирование. Подробнее Надежда Боровикова. Представители некоммерческих и общественных организаций Сухума посетили Международный форум «Время добрых дел». Представительство Россотрудничества ежегодно, начиная с 2022 года, проводит форум, направленный на развитие партнерских отношений между российскими и зарубежными некоммерческими организациями и реализацию совместных социальных инициатив. В рамках проекта Россотрудничества «Международный форум «Время добрых дел» в этом году мы привезли специалистов по проектной деятельности. Рассказывают они про наш флагманский проект НКО «Без границ». Это по написанию грантов для некоммерческих организаций от ведущих организаций России, которые дают гранты для зарубежных НКО. Также в этом году мы презентуем очень важный проект. Это гранты дирекции Всемирного фестиваля молодежи, которые мы только анонсируем, а сама презентация уже состоится в следующем году. Специально для презентации новых возможностей, открывшихся для граждан Абхазии, на форум приехала советник генерального директора дирекции Всемирного форума молодежи, эксперт порядка 20 грантовых конкурсов и премий Дарья Зенковская. Впервые запущенным по поручению президента Российской Федерации грантовым конкурсом, в котором могут принять участие только иностранные физические и юридические лица. То есть граждане Российской Федерации в нем не смогут принять участие. Это специально новая грантовая возможность для молодых иностранцев. И почему мы приехали сегодня сюда? Потому что хотим заранее еще сказать об этой возможности, которая буквально через пару месяцев стартует в следующем году, и чтобы молодежь уже стала узнавать, уже стала повышать свои компетенции именно в сфере социального проектирования, потому что мы понимаем, что возможности есть. Мы можем сказать о том, что общий объем фонда, грантового фонда 500 миллионов, но это для всей иностранной молодежи, и только от молодежи зависит, сколько средств из этого бюджета поступит именно в Республику Абхазия, и поэтому мы готовы помочь им прокачать, рассказать, что такое социальное проектирование, ответить на их вопросы, возможно, помочь им их идеи упаковать в социальный проект, потому что, чтобы получить грантовую поддержку, ваша идея не только должна быть интересной и яркой, но она должна быть на самом деле качественно проработана. Они должны продумать, что они конкретно хотят сделать, какие результаты достичь и сколько средств на это необходимо. ДВФМ – это новая организация, созданная после Всемирного форума молодежи, который прошел в Сириусе в 2024 году. В следующем году дирекция станет оператором грантового конкурса, для участия в котором не обязательно быть гражданином России или быть зарегистрированной в России организацией. На самом деле раньше действительно была недоступна возможность. Не так давно открылась возможность для подачи на гранты некоммерческих организаций. Уже есть возможность для подачи на гранты Росмолодежи. И сейчас именно новая совершенно история, когда внесены поправки в бюджетный кодекс и возможны гранты для некоммерческих организаций. И очень важно, что для ребят с 14 лет, для физических лиц есть такая возможность. Для подачи на грант не нужно иметь гражданство России, нужно быть гражданином Абхазии старше 14 лет. Самое главное как раз-таки иметь желание реализовать проект. Сегодня мы поможем его упаковать для того, чтобы уже наши ребята абхазские смогли подать заявку на грант. Условия грантового конкурса от дирекции Всемирного форума молодежи станут известны в феврале 2026 года, но уже сейчас дирекция открыла представительство в Абхазии. Дирекция Всемирного фестиваля, она находится в Российской Федерации, и единственная, пока первая страна, где открыто представительство, это как раз-таки у вас в Республике Абхазия, с чем вас поздравляем. В это представительство можно приходить, все сотрудники с удовольствием помогут, подскажут, направят, возможно, в каком-то игровом формате молодежи покажут, что такое социальное проектирование, потому что мы понимаем, одно дело, когда возможности есть, но другое дело, как ими пользуются. То есть, чтобы ими воспользоваться, нужно понимать, куда прийти, куда постучаться, где тебе готовы помочь. А представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи, двери открыты, и они с удовольствием будут ждать молодых людей республики. Дирекция Всемирного форума молодежи открылась 1 декабря в здании Абхазского государственного университета. Помимо помощи в написании проектов, представительство будет заниматься развитием международного молодежного сотрудничества, а также знакомством абхазской молодежи с лучшими российскими платформами и инициативами. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.
Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия выступила с обращением о важности защиты детей, особенно девочек-подростков, от эксплуатации и насилия. Джинджолия призывает родителей, педагогов и общество в целом защищать детей, создавая безопасное пространство и выстраивая доверительные отношения. Безопасность и достоинство наших детей – это общая ценность и ответственность. Только консолидировав усилия семьи, школы, традиционных институтов, общества и государства, мы сможем создать надежный защитный барьер, ограждающий наших девочек от эксплуатации, насилия и причинения вреда их физическому, психическому и духовному развитию, говорится в частности в обращении уполномоченного по правам ребенка. Информация Государственного таможенного комитета. Выявлены факты незаконной реализации пиротехники на центральном рынке Сухума. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета провели проверку на территории центрального рынка Сухума. При досмотре ручной клади жительницы Сухума Каджая были обнаружены 182 пиротехнических изделия с маркировкой на грузинском языке без товарно-сопроводительных документов. Каджая признала свою вину и выразила готовность оплатить штраф. Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета, общая рыночная стоимость изъятого товара составляет 81 900 рублей. Материалы дела переданы в отдел дознаний и таможенных расследований Государственного таможенного комитета. В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения абхазского поэта Рауля Ласурия. В юбилейный день Рауля Ласурия в Абиги прошла конференция памяти поэта. Видеоотчет с вечера памяти смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Мировая экономика и рейтинги. Абхазия вошла в пятерку крупнейших государств-импортеров российского молока и сливок. Общая стоимость поставленной Россией продукции составила 40 миллионов долларов. Это на 23% больше, чем годом ранее. На Абхазию приходится 7% от общего числа экспортированного молока и сливок. Больше половины объема, 54%, Россия поставила в Казахстан. В топ-5 также вошли Киргизия, Беларусь и Грузия. Крым заинтересован в поставках абхазских мандаринов, сказал в интервью «Радио Спутник» замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. К сожалению, у нас нет таких объемов, чтобы поставлять на всю территорию России, но наши мандарины пользуются огромным спросом, подчеркнул он. Хагуш уточнил, что абхазские мандарины – экологически чистый продукт, и поставка цитрусов обсуждалась во время визита делегации из республики в Крым. В селе Дранда приступили к строительству нового моста. Это стало возможно благодаря поддержке руководства страны и района. В настоящее время ведется демонтаж старой конструкции. В ближайшее время будут установлены опоры, а затем их зальют бетоном и армируют, после чего приступят к укладке пролетного строения моста, сообщил начальник УЖКХ Гулрыбского района Тимур Начкебе. Мост соединяет села Цхыбын и Дранда. Строители обещают завершить все работы к середине января. Проезд в Кадорское ущелье полностью перекроют в дневное время с 19 декабря, сообщает пресс-служба Управления капитального строительства. Ограничения связаны с ремонтом дороги и туннеля, ведущего в ущелье. Ограничения вводятся в связи с ремонтом в туннеле. Замглавы администрации Сухума Константин Тарба провел ознакомительную экскурсию для школьницы Николь Кварцхава. Башенные часы на здании администрации Сухума стали темой исследовательской работы ученицы 3 класса Сухумской средней школы номер 6 Николь Кварцхава. Константин Тарба рассказал школьнице об истории здания, о том, когда и при каких обстоятельствах Сухуму, как самому чистому городу, подарили часы. Николь вместе с взрослыми поднялась на башню администрации и вблизи увидела сухумские куранты, которыми раньше любовалась издали. Девочка была впечатлена масштабом конструкции.
Анонсы культурных мероприятий. Выставка «Лучшая работа года» торжественно откроется в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 19 декабря в 14:00. Конкурс был учрежден в 2001 году. Ежегодно Государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает 3 победителей. В этом году в экспозиции будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданные в течение года. В пятницу 19 декабря в Абхазской государственной филармонии имени Гумба пройдет отчетный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца имени Василия Царгуш. Готовится к выходу второе издание монографии кандидата философских наук, директора Центра социально-экономических исследований Олега Домени. Абхазия на рубеже веков. Опыт понятийного анализа в издательстве «Юридический центр» в Санкт-Петербурге. Во втором издании исследуются проблемы развития современного абхазского общества. Автор рассматривает происходящее в абхазской жизни и изменения на фоне современных трансформационных процессов. Впервые предпринята попытка создания в контексте мировой и общекавказской культуры концепции развития абхазской культуры и государственности. Книга рассчитана на широкий круг читателей, историков, философов, культурологов, политологов, а также всех, кого интересуют проблемы развития абхазской культуры. День в истории. 95 лет назад, 18 декабря 1930 года, официально открылся Сухумский морпорт. Первым начальником порта был назначен соратник Нестора Лакоба Петр Алексеевич Ладария. Должность его в то время называлась начальник управления Сухумского порта водного транспорта. В нашем вечернем эфире смотрите передачу из архива Абаза ТВ об истории Сухумского морпорта. В завершении прогноз погоды. В пятницу 19 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление высокое, нестабильное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 1,6, днем 7,12. Температура морской воды плюс 14. Волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.